Между Крымом и Турцией, несмотря на санкции, курсирует морское судно. «Варяг» в обход санкций возит людей и овощи из турецкого порта Зонгулдак в Крым. Разбиралась в ситуации наша журналист в Турции Мине Халил. Из Севастополя в турецкий порт Зонгулдак зашло грузовое судно «Варяг». Судно простояло в порту 5 дней, пока на него осуществлялась погрузка цитрусовых и овощей. После этого «Варяг» направится обратно в Севастополь. Судно отплывет завтра. У нас пока есть только один пассажир. Стоимость провоза автомобиля $600, а пассажирам 100. Через сколько часов мы будем в Севастополе? Примерно 20-22 часа. Крымские порты находятся под международными санкциями, и на суда может быть наложена эмбарго за нарушение. Я слышала, что в ближайшие дни есть корабль, так сказали в Зонгулдаке. Не успеете. Судно отходит в полдень. Как же он называется? «Варяг». «Варяг», да. Оно идет в Крым сегодня? Да, в Севастополь. В Севастополь. Несмотря на запреты, в ближайшее время планируется отправка еще одного судна из Зонгулдака в Севастополь, на этот раз пассажирского. Как вы сказали, называется судно, которое должно скоро отплыть? «Эрке». Это пассажирский лайнер? Да, верно. «Варяг» является первым судном, связавшим оккупированный Крым с Турцией после потепления отношений между Путиным и Эрдоганом. Из Крыма в Турцию судно прибыло пустым, а уже груженное овощами и фруктами направится обратно в Крым. Председатель крымско-татарских диаспор Турции Тунчер Калкай прокомментировал ситуацию с крымским «Варягом» в Зонгулдаке. В Турции намерены расследовать законность этого крымско-турецкого сообщения. Я не очень хорошо знаком с этой проблемой, не знаю, как это произошло. Если это действительно произошло, мы обязательно изучим эту проблему и сделаем соответствующее заявление.